Друзья, всем привет! Мы сегодня на YouTube-канале Найза, в подкасте Найза Дай, в сапфировом составе. С нами красавица Виктория. Всем Виктория, привет! привет! Она впервые побывала на UFC, об этом сегодня расскажет. С нами не такой красивый, но все-таки Сула, наш бетский Лучше. Бонжорно. лучше. Дидар, Сарбас подкаст, Всем тоже с салам нами. алейкум. Они оба не были на UFC в Азербайджане, я, кстати, там Я был. сейчас уйду. Ты бы лучше бы в Азербайджан прилетел, вместо того, чтобы уходить из студии. Вот, сегодня поговорим про UFC, про PFL, про многое другое. У нас уже через неделю будет турнир Найза, где разыграется титул чемпиона в легком весе. Тем много, темы интересные, всем есть что рассказать. Поэтому начнем, как обычно, с UFC. У Виктории это был первый раз. Про него и поговорим. Сула. Без пошлых шуточек, да, я хочу сказать, что я в полном восторге. Для меня это был, знаете, как будто все вот я для себя сформулировала это, как будто все вот выкручено на максимум. Свет, звук, эмоции. Столько я получила эмоций и от боев, и от самой атмосферы, то, что так много было казахстанцев там. Ну, мне UFC понравился. Я слышала очень много, читала негативных отзывов о том, что это был слабый карт, о том, что была плохая организация. Но мне понравилось, было классно, были мощные бои. Да, первый бой, вот когда были полутяжи. Не, первый тяжеловес это Усман был. Да, брат Усмана. Было как-то скучно. Ну потом, конечно, был Азат и понеслась. В общем, было круто, очень. Миша, а вот ты как человек, который уже был на многих UFC, как тебе вообще первый турнир в Азербайджане? Очень слабый турнир. Вот, в принципе, ну, еще на уровне карда было понятно, что прям чем-то они сильно не могут потрясти, потому что они в главный бой вечер поставили Хила и Раунтри, с которых, кстати, вообще ушло 70% народу после того, как подрался уже Рафаэль Физиев. Просто люди стали уходить, потому что Хил и Раунтри — это ужасное решение для карда в Азербайджане. И не было прям какой-то такой большой громкой пары с каким-то именем, интересным для СНГ. Наверное, в этом тоже была ошибка. Ну и, в принципе, по организации ребят первый раз делали турнир. И хоть арена типа новая, современная, классная, но она не для ММА. Она, наверное, для Евровидения, для чего-то такого, потому что так расставлены там, короче, места, что октагон, от трибун до него слишком далеко, не видно вообще ничего с октагона, потому что мне дали места на трибунах. В партере очень низко типа стоит партер, и ты тоже не видишь, что в клетке происходит, тебе надо задирать голову, а мониторы стоят тоже очень высоко. Короче, вот у меня друзья сидели в партере, и просто вот так вот весь турнир сидели, и тоже у них впечатления смазанные. Ну и, в принципе, там чуть было там не организовано. Не знаю, почему так, может быть, тоже вот какой-то колорит. Охрана не сработала. И, например, люди просто, ну, типа, не на своих местах многие сидели. Мы тоже пришли на свои места, они были заняты сначала. Вот, и просто все спускались на места получше, в партер все проходили без билетов. У меня друг так сделал. Вот, а я думаю, так многие сделали, потому что когда я был вот на турнирах в Абу-Даби, в Саудовской Аравии, в Европе, там, конечно, жестче охрана работала намного. А здесь все равно такой чуть, ну, южный колорит, скажем так, все типа братья, все друзья, и типа там все пропускают, проходи, там никто ругаться не хочет лишний раз, поэтому все люди типа спустились на хорошие места. У меня тоже знакомый просто пришел к октагону, сел, хотя у него вообще ну, места были типа на трибунах. Вот, и в принципе, ну такое, то есть именно по организации, наверное, это самый слабый турнир, на котором я был. Но в любом случае, даже так, ты, ну, разницу чувствуешь, типа UFC и все остальное ММА. Сула, а вы как человек, который ни разу не был на UFC, вот как вам Вообще турнир? плевать, короче, как там он прошел, было хорошо, нехорошо, карт был нормальный, вообще просто плевать. Потому что там дрался наш Азат Махсум с принципиальным соперником Тагиром Уламбековым. Вообще плевать, где бы они дрались, UFC, ACA или все что угодно. Это был Тагир Уламбеков, который в свое время, если что, ребята, побеждал нашего Шингиза Хайранова, побеждал Асу Алмабаева. Шингиза он победил по очкам. Асу Алмабаева он финишировал. И проиграл нашему Жалгасу Жумагулу. Поэтому меня там не было. Но как бы так вообще плевать, короче. Был норм, он не норм. Ну, я, Майкл, тебя понимаю. Да, там, что там с местами. Все, я, вот как произошел этот поединок, да, все остальное вообще просто было настолько, короче, неинтересно для меня. Я злой, сука, лег спать. Вы даже не смотрели? Я вообще просто не смотрел, потому что я был очень сильно возмущен этим конченным решением судейской коллегии. Я сделал рилс, сетовал и сказал, все, салам алейкум, аривидерчи, где здесь надо расписаться. Бойкот UFC. Я пошел
короче, спать. Никаких бойкотов. Но это, конечно же, вот бывают такие огорчения, и в тот момент я так, в общем, словил эту тему, но потом проснулся, все было норм. Прикольно, если бы ты бы сказал, типа, с этого дня я снова транслирую UFC. Нет, Это с этого дня я понял, что Азат Махсум вообще в моих глазах, даже нет, не Азат, надо говорить правильно и по чесноку. Для меня открылся такой человек, как вот Данеш Дунгимбаев. Просто монстр. Да, прозвище у этого человека волевой. Я хочу, чтобы, если что, ДД, по-моему, нижнее подчеркивание ДД Тим в Инстаграме. Я надеюсь, поставят здесь, да, его ссылку. Вряд ли у нас графика чуть проблем, но я думаю, Обязательно найдут люди точно. подпишитесь и посмотрите, вот там у него в Инсте есть бои. Если что, это 95-й год. Они дрались в таких местах, вот цирке, к примеру. Ребята, там не было правил, там не было времени. Побеждает тот, кто, короче, стоит. Проигрывает тот, кто уже встать просто не может. Данеш Дунгимбаев имеет рекорд 82-0. Просто монстр. Вот и все. Я вам так скажу. И если не было никаких у меня сомнений насчет его волевых качеств, насчет его бойцовских качеств, то по поводу тренерской его карьеры у меня были какие-то сомнения. Но вот сейчас вот я увидел, это было шикарно. И если вы вспомните предпоследний поединок, да, Азат Махсума, когда как раз-таки он проиграл Чарльзу Оливейре, когда как раз-таки... Нет, наверное, не Чарльзу Оливейре. Чарльз Джонсон. Чарльзу Джонсону, извиняюсь. Пускай Когда будет вы вспомните, Пускай лучше будет Чарльз Оливейра, да? когда вы вспомните Да, бой с да. Чарльзом Оливейрой. То есть там у него в тот момент была проблема именно в секундантском угле. То есть там был, да, Нурадин Садыков, ничего против него не имею. Да, отличный менеджер, но не тренер, не секундант. Дальше были тоже люди, которые не тренер, не секундант. Здесь я увидел просто шикарнейшую работу именно в угле. Я услышал слова поддержки Данеша Дунгимбаева. Он там говорил балам, балам. То есть это значит, что сынок, понимаешь? Его вот отеческое отношение к Азату, как он его подбадривал, и Азат после первого раунда вышел на второй совершенно другой, да? То есть такой темы, как с Чарльзом Джонсоном, когда он не понимал в растерянности, там какие-то люди что-то говорят ему, здесь не было. Было шикарно. Был Данеш Дунгимбаев, был Бигзат Алмахан. И эта поддержка, конечно, для Азата была просто шикарнейшей. Вот именно так должен Азат драться. Именно такая поддержка от его одноклубника Бигзата Алмахана и Данеша Дунгимбаева — это ключ к победе, ключ к успеху. Кажется, на перепутье лошадей не надо менять, и в данном случае прям 100%. Я просто в восторге от Данеша Дунгимбаева, от его подготовки. Блин, ну, борьба. Ну, это же было фантастика просто. Сколько? 8 попыток или 7 попыток было от Уламбекова. Можно посмотреть сейчас. 0 тейкдаунов. Вася, лови, получи, распишись. 0! Вот и все. Это вся твоя дагестанская борьба в лице в тот момент Тагира Уламбекова. Все, салам алейкум. Есть у нас Азат Махсум, который не дал вообще ничего сделать. Он атаковал, он бросал через себя. Это где такое вообще еще видно, чтобы казахи дагестанских борцов там из команды Хабиба Нурмагомедова, да, вот так вот могли спокойно их бросать, короче, налево и направо. Тем более он не борец, он ударник. Он просто красавец. И это, опять же, работа, замечательная работа именно как главного, старшего тренера Данеша Дунгимбаева. Почет ему, респект, уважуха. Данеш просто монстр. Я в восторге от этого человека. И я делал когда прогноз, я сказал то, что 40% может победить Тагир Уламбеков. Да, и он может победить именно то, что затаскает, короче, по очкам, по борьбе. Там, допустим, будет контроль позиции, что-то в этом роде. 30% я сказал, что будет нокаут от Азат Махсума. 10% я сказал, будет ничья. Я сказал, что 20% мы, скорее всего, увидим обалденнейший поединок, при котором вообще абсолютно не важно, кто победит. Тагир победит или Азат. И вот тут вот практически то, что, ну, мои 20%, так скажем, да, сыграла. Я просто, неважно, победил он или нет, он показал себя шикарнейшим. И самое главное, Данеш для меня это просто открылся с новой стороны. Извините, пожалуйста, я затянул, Я бы да? хотела нашим зрителям напомнить, что у нас на канале есть интервью с Данешем Дунгимбаевым. Это делает Алена на казахском языке. Ее новая программа «Кахарман». Посмотрите, я
Думаю, это интервью очень интересное. И как раз сейчас вот Сула так экспрессивно об этом рассказывает. Мне кажется, сейчас посмотреть это интервью будет очень интересно. По-новому открылся этот Мне человек. кажется, во-первых, важно сказать, что Азат Максум это все-таки базовый борец. Вот. Ты просто сказал, что он ударник, а мы вчера с ним записывали интервью. Он базовый борец, и он, кстати, сказал большое спасибо Александру Гольцману, который ему ставил Да, борьбу Саша Гошман. да, к этому бою. И в целом в детстве тоже он занимался борьбой, поэтому тоже про это не стоит забывать. Вот. Ну, подожди, у него какая-то, ну, ладно. Ну, окей. он так сказал, по крайней мере. Окей. Это его слова, что он базовый борец. Вот. И мне кажется, что, ну, к сожалению, для UFC все-таки важно, побеждаешь ты или проигрываешь, потому что, ну, Это для всех важно. Нет, ты Это просто сказал, что важно это не для важно, всех. победил Это он важно типа, для или всех. проиграл. Конечно, да, обидно, что поражение ему засчитали. Обидно. Я не удивлюсь, если с ним разорвут Ну, нет, контракт. сейчас, наверное, нет, потому что Вот. еще один бой по контракту точно остался, Да, но, ну, я типа не удивлюсь, вот тебе честно скажу, да, то есть согласен с тобой в этом плане. то есть это, типа, прям, да, важно было, и надо идти, типа, за победой. Вот, меня, наоборот, тут немножко удивило, а, ну, у него классный тренерский штаб, но меня чуть удивило, что они не верили в его борьбу. И это было видно, что только во втором раунде, когда он почувствовал, что типа у него это проходит, сам что-то попробовал, потому что в первом раунде он даже не собирался бороться. Хотел защищаться, а когда он понял, что борьба идет, он уже стал ее включать, в третьем раунде хочу включать. поспорить с Майклом сейчас чуть-чуть. Давай, Майкл, давай, да, это интересно дружище, будет. ну смотри, ну как им... Это же не чувачок, который, короче... Это Тагир Уламбеков, это как бы так школа Хабиба, это Абдулманапа Нурмагомедова, Мархуми Мандуболсу. Это оттуда, чувак, мы его всегда знаем с шикарной борьбой. Конечно же, они будут опасаться этого. Это тогда, когда они уже прощупали, что этот парень, оказывается, с ним можно бороться, можно ему не давать ничего. И тогда они уже, вот, может быть, Ну так вот, в итоге побои получилось поздно уже. возможно, да, но вначале то, что они страховались, любой будет страховать. А кто бы не страховал? Если ты начинаешь бороться с Тагиром Уламбеком, давай так отмотаем на неделю назад, да, что мы сейчас выстроим ему, короче, стратегию на этот поединок. Все, иди, короче, и борись с первого раунда, да это было бы глупо. Сейчас, постфактум, мы можем об этом говорить, что надо было, то, что можно было сделать. А до этого мы все понимали, этот чувак будет лезть в ноги и будет бороться и контролировать. Постфактум-то легко говорить-то, Майкл. А тогда это было очень разумное решение, когда они уже прочувствовали, то, что с просто этим не понимаю, чувачком подожди, можно. ты просто говоришь, типа, это было разумное решение, но в итоге оно оказалось неразумное. По факту как раз оно неразумное. Это переоценили возможности Тагира Уламбекова. Ему повезло. Это, во-первых, по факту, конечно же, если сделать. Но я считаю, что Азат Махсум одержал победу уверенную, так что то, что там кто-то там посчитал, это их, короче, непонятные, короче, движения, а по факту Азат победил, вот и все. Для меня вот так вот. То есть все было сделано правильно. Его можно было по факту финишировать. Если бы они не переоценивали бы возможности, а опять же, то, что переоценили, это нормально. Они бы его финишировали, вот и все. И прям, возможно, даже там засабмитили, что-нибудь такое сделали. Весь мир увидел, как вообще можно биться со школой, в данном случае Хабиба Нурмагомедова. Уже все понятно. Уже вот эти все вот вопросы, там то, что все там доминирование в партере, т.д. и т.п. нифига уже не работает. Весь мир уже пристроился. Казахи уже приспособились к этой теме. Азат Махсум это ярко показал. То, что мы можем с ними конкурировать в борьбе. Ничего там сверхъестественного нету. Вот. Я не знаю, было ли слышно это в телетрансляции, но в зале, после того, как было объявлено судейское решение, стоял такой гул. Причем мне субъективно казалось, что когда выходил Тагир, его тоже очень много людей поддерживало. Но когда объявили судейское решение, зал прям гудел недовольно. Это было прям слышно. Да, я тоже смотрел лайв. Твое мнение очень интересно, братан. Ну, честно, мне кажется, что самое справедливое решение, которое должно было быть в этом бою, это как минимум ничья в пользу, да, обоих спортсменов. У Тагира Уламбекова ничего не получалось, сколько попыток борьбы он не смог реализовать. Азат Махсум, в свою очередь, переводил его. По разменам в третьем раунде на один удар акцентированный Азат перебил, остальные два раунда он как бы больше пропускал. Очень-очень равный бой, и закономерное решение должно было быть, как по мне. Мне кажется, должно быть решение. Вот один только человек отдал третий раунд Азату Максуму, скорее всего, за переводы в конце, да. И, не знаю, по мне еще Азат забрал второй раунд. Согласен. Мне так показалось, Да-да-да, когда я так и смотрел. И хотя бы, если бы еще там из двоих судей, которые ни один раунд Азату не отдали,
второй или третий раунд, если бы они ему дали. Ну, не 30-27, это однозначно. 30-27 это уже, ну, Это в шары надо долбиться, чтобы увидеть 30-27. а с другой стороны, насколько я знаю, там судьи были из европейских состав, да? Потом какой-то? был еще сводка независимых судей, и, в принципе, там... Да, там тоже всего 2 независимых медиа отдали в Мгм. пользу Азата Максума, остальные все там 6 или сколько отдали Уланбекову. Ну, не знаю. Да, просто вот, ну, опять же, Мы, я понимаю, возможно, предвзяты. Это, Ну, да конечно, по-любому. мы в Да. любом случае предвзяты. Просто мне кажется, что По-любому мы вот предвзяты. надо это поэтому тоже надо как бы понимать. рассказывать немножко зрителям, как считаются очки в UFC. Есть типа правило 3D, это типа damage, duration, domination. Это типа самые главные параметры, по которым отдают раунды. И Дэмэдж. duration, продолжительность типа действий и domination, доминирование, типа работа первым номером. И в нем нет борьбы, типа вот просто все постоянно говорят, но он же типа боролся, он же переводил. Борьбы в UFC в новых правилах нету. Всем пофигу на переводы. Перевод без типа ударов и перевод без типа контроля, когда ты типа что-то дальше делаешь выходом на прием, он вообще не считается. То есть это специально убрали, чтобы борцы там не залеживали, не заваливали. И в принципе правила UFC, они есть в открытом доступе, Unified Rules называется, можете загуглить. Поэтому очень важно. Я просто вижу тоже тут очень много критики. Я когда был в зале, я насчитал как раз по раундам 2-1 за Тагиром. Меня тоже удивило, ну, то, что кто-то отдал третий раунд Тагиру, потому что третий раунд был точно за Азатом. Вот. Но первые 2 раунда, еще раз из-за того, что он не понял, что его борьба работает, только в конце второго понял. Он, собственно, ну, на моих там условных записках и упустил. Вот. И поэтому очень хочется, чтобы зрители изучали правила ММА, они действительно в открытом доступе есть, и никаких проблем их посмотреть и понять, как судится, нету. Вам нужно Ну, изучить видишь, просто. не каждый Не-не, зритель, я не согласен. не каждый зритель как бы обязан разбираться в правилах. Каждый зритель просто смотрит и опирается на свои какие-то эмоциональные, да, наверное. Да. Да, но чувства. это неправильно. То есть эмоции вообще надо Не, откидывать здесь в нет, не ММА. бывает. У зрителя, брат, не бывает правильно или неправильно. М, Правильно, неправильно бывает у судьи. Вот то, что он неправильно он посчитал или правильно. А у зрителя нету такого правильно, неправильно. Да Тем есть более у тоже. болельщика. Мы просто опять, знаешь, возвращаемся вот к истории, что типа правильно поддерживать, ну, это очень правильно поддерживать там своих бойцов. Но просто когда ты просто хвалишь, когда там сделали какие-то ошибки бойцы, это наоборот ведет, не знаю, мне кажется, к регрессу какому-то. Ну, то есть определенно было понятно, что вот у Азата крутая борьба, он типа это понял слишком поздно, знал бы об этом раньше, он бы мог бы этот бой выиграть. Ну а сейчас просто говорить, нет, Тагир проиграл, типа это 100%, там судьи, не знаю, там что ты говоришь, Так шары и есть. долбятся. Так и есть. Ну, не знаю. Так это- и есть. А я И- знаю, братан. Вот ты не знаешь, а я знаю. Не, Вот. я знаю, что то, что ты говоришь, наоборот, приводит к регрессу. Нифига, как какому еще может прийти регрессу? То, что Такому. я говорю, то, что заявляю, то, что Тагир проиграл, никакому регрессу это не приведет. Можно, знаешь, там также, если там начинаешь долго смотреть какую-нибудь там в пустоту, пустота смотрит на тебя. У тебя вот в твоя философия, она как раз таки опирается вот на эту тему. Чья-то Да, награда. если мы вот так вот будем делать, оно будет идти к какому-то регрессу. Точно так же можно сказать. Ну что, при чём Нет, тут- я понимаю, о чем сейчас говорит Миша. То есть все слова поддержки, которые не обоснованы, идут в сторону бойца, это сейчас не про Азата, а в целом, да, они вселяют уверенность в бойца в том, что он на самом деле очень-очень крутой и перестает развиваться как боец. Возможно, Это, типа, ребята, и то, что боец перестает развиваться, мы вообще от этого никакой вот что бы мы ни сказали, это не от нас зависит. Это зависит от его выдержки, от его дисциплины, от его тренера. Что бы мы там ни говорили, а он настолько крутой, он это точно узнает в первом же поединке, когда выйдет. Не, Сул, даже после вот боя с Чарльзом Джонсоном, сам Нурадин же рассказывал, когда его спрашивали, типа, в чем была проблема, он сказал, что после первой победы Азату Максума сразу стали все хвалить. говорить, «Ты Проблема следующий тогда чемпион». была в том, что вышли секундировать люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения к подготовочному процессу. Я уже об этом говорил и еще раз повторюсь. Потому что Азат выходил и на второй, и на третий раунд, там, где нужна была психологическая мотивация, где сказать, где ошибочки, тогда они этого не увидели. И он этого, к сожалению, не увидел. И он не обязан, для него это должен был делать какой-то вывод от первой 5 минутки, который произошел, должен был сделать человек, который шарит. Вот и все. Это то же самое, Майкл. То, что я пойду, да, вот я вообще не шарю, я пойду и начну говорить, ты вот здесь правильно делаешь, ты вот здесь неправильно делаешь. Нет, так Да, мне нельзя. кажется, Каждый должен Ты так заниматься своим накачаешь делом. Сула бойца, что точно выиграет. Что? Ты так Морально, накачаешь да, бойца морально. морально, что точно выиграет. Конечно. Я бы хотел, я, чтобы у я меня буду, в я углу буду, был. но есть какие-то моменты, которые я не увижу. И это будет прям, это будет
только может быть мотивация с какой-то стороны, но есть моменты, которые он должен видеть. Вот, допустим, я общался очень хорошо, я вот тогда понял, насколько тренер вот там, в секундантском угле, важен. Я общался, а, Дархан Адилбеков, это клуб «Гладиатор». Мгм. И вот он А рассказывал... Салжан Бахаджанулы, правильно тренер? Нет, А, нет? Дархан Адилбеков, Тарас, Окей. клуб «Гладиатор». А Слажана, это вот бывший тренер, это Алмаз Ализаков. Мгм. Я вот с ним общался, и мы общались, по-моему, как раз-таки по Рауану Бикбулату. Мгм. И он говорит, я, говорит, вот прям с детства знаю. Я знаю, когда он хочет писить, какать, писить, там, кушать. Извиняюсь за это самое. Я, говорит, эти все тонкости знаю. Я посмотрю ему в лицо, я уже пойму, что он хочет, где он хочет, что он чувствует. Это неотъемлемая часть вот этого психологического это самого. Я могу сказать, там его по ушам пропинать. А то, что у него на душе, а вдруг он испугался? А вдруг он, наоборот, сейчас хочет совершить ошибку? Вот эти вещи должен чувствовать и понимать только его тренер. Как его, мы же говорим, что тренер это второй отец. Баста. Поэтому там в секундантском угле должны быть не менеджеры. Если менеджер, то с ним рядом должен быть его тренер. Тренер, который знает его как облупленного. Ну, к примеру, Не знаю, Кстати, почему, опять же, знаете, почему это моя важно- субъективщина, возможно. Важно отметить, что сам Тагир же признал, что это был одним из... Или он Сначала. сказал, один из сложных, Сначала. или сложный. А потом ты слышал, да, что он говорил? Да. Вот это то Но есть. мне я кажется, говорю. первые эмоции, они самые честные, когда он это сказал, вот именно то, что чувствовал. Ну и потом, знаете, второй бой. Я представляю, какая ответственность была на Заде, как он чувствовал. Здесь секунданты сидят, Хабиб, да? Ну, то есть это морально очень было тяжело. Поэтому там вот Данеш был очень нужен. Да. Очень нужен был Данеш. Я говорю, он там на казахском языке. Ты же слышал, да? Казахша, короче, сариватор. Балам, давай. Мне это очень понравилось. Ну, кстати, проблема угла именно, наверное, заключается в том, что у главного тренера Азата Максума и Бекзата Алмаханова просто нету визы. Поэтому и проблема. Штаты. Да. Но Поэтому тогда с проблема. Бекзатом, когда уже Бекзат, когда вот, допустим, произошел прокол у Азат Максума с Чарльзом Джонсоном, и когда Бекзат полетел с ним Ержан Истанов. Хотя бы как-то, чтобы его это самое, поддержать, то есть он шарил. Но если мы не можем это сделать, надо подтянуть и реке. И Истанов Ержан, это что, в свое время был капитаном Лашпрайда, что говорить, он очень опытный боец, и он хорошо, близко знаком. Кстати, вот по поводу то, что был Хабиб в углу, и по поводу наших, там, или, не знаю, всех болельщиков, вот не понимаю то, что сейчас в сети форсится то, что, типа, Хабиб виноват в том, что Нет, там, говорят, купил. купил, там, я не знаю, Говорят, ну, Хабиб победил. Вот так. Хабиб победил, но я не знаю, мне кажется, это настолько абсурдно и настолько не имеет под собой почвы. Вот я не представляю, когда Хабиб приходит кому-то с чеком, или даже, не знаю, на братских отношениях, кому-то говорит Дэйну Уайту, или там рефери, судьям, типа, возможно, его авторитет сработал, да, то, что он был в углу, там, кто-то начал там менжеваться, переживаться, но не от того, что сам Хабиб хотел, типа, все, мой человек должен выиграть. Хабиб не виноват в таком решении, или там, я не знаю, кто-то записывал видео, типа, все, Хабиб, ты когда к нам приезжал, мы тебя там, встречали, а ты вот так сделал. Что сделал Хабиб? Я не знаю, ничего не сделал, он вышел поддержать своего сокомандника, там, своего братишку. И Это были в эмоции. результате он никак на результат не повлиял, в результате он не виноват. Это были эмоции, Дида. Это были эмоции болельщиков казахстанского ММА. К ним тоже надо как-то отнестись. Они были неправы. Я видел этот видос. Он казахша там Да, начинает да. говорить, да? Это было неправильно. Но и я его не оправдываю, но в какой-то степени я понимаю, то, что это были его эмоции, он не смог их сдержать. Вполне вероятно, он жалеет о том, что он так сделал. Понимаешь, я тоже, до меня, короче, доходили, короче, там, мне, там пишут там, вы же видели, как Хабиб, короче, встал, короче, к клетке, Да, лицом спиной отвернулся. там. Так он всегда так стоит. Он всегда так, когда его Когда пацаны ждёт эту, решения, да? он всегда ждет решения именно, Майкл, я ошибаюсь, он всегда так стоит. И ждет вот то, что вы пишут, он подошел к клетке, Типа отвернулся, он знал, что проиграл. встал, да, короче, да. типа он знал то, что, короче, да, уже все решили. Хабиб всегда так делает. Когда не он дерется, он секундирует. Всегда, то есть в этом проблем нет. Это просто наши казахские болельщики, казахстанские, лучше всех. Мы, короче, своих поддерживаем очень хорошо. Это можно понять, это были эмоции, тем более такой поединок, в котором, еще раз скажу свою субъективную точку зрения, Азат победил, а ему этой победы не дали. Неважно, кто был на другой стороне. Это, конечно же, просто всех
блин. Я говорю, я пошел, короче, сделал видос и лег спать, короче, ну все, хватит с меня. А можно ли так сказать, что вот такое поражение никак не повлияет на будущую карьеру Азата в UFC? То есть это не не послужит причиной того, что с ним не продлят контракт. мы вроде- Потому что бой же бой был сильный, красивый, и Мне кажется, все судейская- зависит от того, как он дальше Мы будет про это драться. говорили, в Да, UFC мы рекорд что влияет, сказали. особенно бойцов, которые только начинают свой Ну, путь. Дана Вайт же тоже Всё говорит, может что быть. важен Ну, сам Дана Вайт как бы бой. много Все говорит. может быть. Все Но может быть. что, этот поединок однозначно увеличил медийку Азата Да, Махсума. да. Это надо согласна. признать, что в России, что в Казахстане о нем начали говорить сейчас там во всех социальных Ну и в сетях. любом случае ему нельзя сейчас проигрывать следующий бой, потому Да, что да, ни если в вот он его коем проиграет, случае, то ни тогда в уже коем 100% случае. расторгнут А ты не отношения. спрашивал Азата, когда он будет готов к следующему? Да, спрашивал, скоро выйдет интервью, посмотрите. И спросил даже, что он думает по результату боя. Там тоже ответ будет интересен. И Бигзатом тоже пообщался, кстати, тоже потом. Посмотрите, я думаю, сегодня-завтра выйдет. Тебе Нурадин разрешает, да, с ними брать интервью? Я не спрашивал сейчас. Надо спрашивать. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Наверное, потому что мне сказали, узнаю у Нурадина. А я, честно сказать, просто к ребятам подошел в аэропорту и записал с ними. Ну вот так вот, да. Я просто на подкаст их тянул, и говорит, надо, оказывается, А ты Нурадина. напрямую не писал им? Ну, у меня общение напрямую не... Я не общаюсь с ними напрямую. Я вообще напрямую редко с кем общаюсь. Не, я честно, не знаю, может быть, так надо было кому-то подходить, но я просто, в принципе, не знаю, у меня с всеми хорошие отношения, не знаю, чего мне запрещать. Нет, у меня тоже хорошие отношения. Ну как, не со всеми, но с Бигзатом, и Азатом и Данешем у меня очень Мне хорошие кажется, тебе отношения. надо просто в зал приехать, записать ребят. Я был у них в зале. Ну вот. И мне сказали, что, блин, а вдруг и Нурадин будет против. Потому что я один раз подтянул к себе Данеша с Азатом. Азат, по-моему, только первую схватку в Брейве, что такое, где-то, короче, да, и они прошли, ну, это года 2-3 назад. И он мне потом говорит, вот, типа, мол, нам говорили. Что Ну, Азат Махсум у меня был, как бы я договаривался тоже напрямую. С Азатом? Да. Короче, значит, это со мной такое интересное. Вполне вероятно. Да, мне кажется, что тоже еще, опять же, вот, не знаю, говорю, мне кажется, просто повторяю тупую свою мысль, может быть, для кого-то, но уже когда есть решение, говорить, что типа нет, решение другое, это неправильно, но что важно отметить, что Азат точно показал, что может конкурировать с топ-10 UFC, и это, мне кажется, самый главный вывод из этого боя, а не то, что там решение правильное, неправильное, а вот то, что он может конкурировать, просто нужно
не знаю, какие-то делать корректировки. И сейчас, если, мне кажется, сделать упор на его борьбу, то очень крутой боец будет. Помнишь, я говорил тебе, что время Уламбекова прошло? Ну, такого же Вот нету. теперь я в этом прям 100% уверен. Не-не. Почему ему тогда руку подняли? Если Пускай честно, вот я, поднимают. смотря на этот бой, я, честно, тоже не увидел. Я не скажу, что это типа закат, но как бы я вот, посмотрев на этот бой, я сейчас Тагира Уламбекова не вижу чемпионом этой Не весовой то, что категории. Давай вот так вот. Какой чемпион? Давай он, Чемпионом не вижу, если честно. то есть... Я не, это мое субъективное Да мнение. не, вообще все, что мы говорим, это наше субъективное мнение, и не надо вообще оправдываться ни перед кем точно. Не знаю, ну, мне наоборот кажется, что типа он определенно, все ребята в топ-10 примерно одного уровня. Я не вижу такого, что он показал, что он какой-то плохой боец. Он боролся, ну, пытался бороться. У него... боролся, да кому? У него, смотри, нет, я к тому, что у него не получилось. Сеткой, У него не сетку получилось. держал, да, с сеткой боролся. Вот держал, короче, пытался сетку, короче, раз как-то Не, через я не себя говорю, кинул. что Тагир У плохой него не боец. получилась Я не борьба, говорю, что он плохой боец. переключился в ударку, и в ударке Вы показал же себя помните, хорошо. да, он даже сетку держал, да? Уже настолько человек был не уверен в своей борьбе, что он держал сетку, чтобы не упасть вообще, короче. Так, когда это такое было вообще? Кто-нибудь вообще помнит? Это же вообще все приехали, короче. Казах, короче, его так замутил, что тут держал сетку, короче. Да, нарушал. И я не знаю, за это нарушение не выставили, да? Но в любом случае. То есть, как бы Сразу так. иное слово. Казах теперь тут будет газовать, казах. Дамир, да, говорил так, по-моему? Дамир Смогулов, да. Ну, я не говорю, что Тагир плохой боец. Он боец топ-уровня UFC, однозначно. Просто лично для меня почему-то я теперь не вижу его чемпионом. Он просто, смотрите, если как бы, да, возвращаться в прошлое, смотреть бои Тагира и бои ребят, он вообще, ну, другой. И опять же, как он в конце сказал, что посвятил победу Абдулманапу Нурмагомедову, потому что, типа, в Тагира никто никогда в зале не верил. Он действительно самый, типа, ну, блин, это может обидно тоже звучать, слабый из команды, но, в принципе, он дошел сегодня там до топ-10 UFC, и там уже долгое время находится. Поэтому, ну, говорить там все, типа, теперь зал Хабиба, мы поняли, что это там у них слабая борьба, да это вообще, ну, Тагир, он никогда там никакие не делал амплитудные броски, и, в принципе, у него сложные были бои в UFC, не только в UFC. Просто, ну, как бы, не знаю, мне кажется, надо рассматривать каждого бойца по отдельности. А вот Не, это это знаменитое однозначно. видео, где Хабиб говорит, работай, работай, долбарик, это он ему говорил Не, или нет? это ему Он говорил, с Эллио да. там дрался. Да, Да, ему, да. ну, Когда с он Эллио- Вот проиграл. с Эллиотом, Да, 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 бой же да. сложный Когда очень проиграл. был. Ну, поэтому мне кажется, что Тагир, ну и вообще каждого бойца, то есть, например, если мы там берем Усмана, он больше ударник. Если мы берем там Ислам Махач, вот он больше грэплер, Хабиб именно чисто борец. То есть у них все разные ребята. Умар это чисто ударник тоже, который типа дали ему борьбу. Поэтому просто ты так суло говоришь, все, типа мы поняли, как побеждать команду Хабиба. Не знаю, по-моему, типа довольно обидные слова. Вот, Не, ну, а что неправильно. здесь обидно? Ну, не знаю, почему есть команда Хабиба. Ну, Тагир, Уламбеков, окей. Это, Они все разные же. Там было две команды. Так? И что? Я вообще что-то не понимаю. То есть... Ну, типа им что теперь говорить, что они поняли, как побеждать, когда Я Бекзат думаю, победил не Умар, ну, то, это что какой-то они, бред. я думаю, то, что все поняли, то, что вообще в любом случае, Майкл, любая твоя стратегия, особенно в UFC, если ты постоянно побеждаешь за счет этой стратегии, рано или поздно к ней ключик Да, они дерутся подберут. по-разному. Не, В любом знаете, случае, если честно, То, что до этого, сейчас секундочку, Дида, извини. Я же не просто так привел пример. То, что он, во-первых, просто залеживал нашего Шингиза Хайранова. Он выиграл его именно в партером. Я видел это по этим. Он финишировал Асу Алмабаева исключительно из-за своего партера. Все. Здесь такого не произошло. И я говорю, там Азат, возможно, может говорить тебе много раз то, что он у него борьба и все, да, вполне вероятно, но мы Азата знаем все-таки как высококлассного ударника. И мы увидели то, что ключ к тому Тагиру Уламбекову, который финишировал Асу Алмабаева, который выиграл Шингиза Хайранова, да, а это, если что, если я не ошибаюсь, и Шингиз Хайранов тоже был чемпионом на язык. Могу ошибаться, но как бы так это не последние пацаны. То, что он может уже вот так вот конкурировать. Какую-то сверхборьбу он опять же не показал. Но это было круто, вот, я не знаю, защита от проходов, не от проходов, от тейкдаунов. Он просто показал, как это надо делать. Супер, супер шикарно. То есть, в любом случае, если ты постоянно этим долбишь в одну самую этой темы, ее все равно подберут ключ. И я считаю, то, что вот один из предвестников этого мы уже увидели. Мы увидели то, что с человеком, который выигрывал исключительно за счет своей борьбы, Азат Махсум, который борцом не является, сделал Казах Эйр. Ну так и было же. По факту, ни одного он тогда не сделал. Ни одного.
Ни одного не сделал тейкдауна, а человек, который ниже его ростом даже. У которого опыта в борьбе в степени N+1 меньше, чем у него. Ну окей, образно я говорю. То есть, да, я У нас могу уже сказать, рост что это стало возможно, знаешь, показатель Майкл, борьбы. потому что, вот так, да, давайте так. Хабиб это уникальный боец. Его антропометрия, его вес, он был идеален для его тактики, для его кунг-фу, я не знаю, ушу. И они эту тему, я считаю, продвигали на всех. Вот такая вот борьба, чтобы была. Ну, мы просто, что, команда Хабиба, Да, давай, они какая, по-разному. допустим, отличительная черта команды Хабиба? Да нет такой. Я же говорю, что вот мы Окей, перечислили, ладно, смотри, всё. есть Ислам, есть Хабиб, ну, Да, берем первых окей. номеров. Ислам, Хабиб, Усман, Гаджи, Рабадан. Гаджи вообще ударник, Усман ударник, Умар тоже ударник. Они хорошо Хорошо. борются, но при этом они ударники. То есть, не знаю, ты как-то всех под одну гребенку опять гребешь. Ну, я просто неправильно. не всех, я просто считаю то, что отличительная черта команды Хабиба это борьба. Это контроль. Это просто борьба и контроль. Там Это как вот бы отличительная черта. У Вот Ислама хорошо. крутой бокс очень. Хорошо, пускай будет крутой бокс, но отличительная черта команды Хабиба, я говорю, не говорю про Ислама как конкретно отдельного индивида, я говорю про команду Хабиба У них Нурмагомедова. разный у всех стиль. Пускай у бойцов. всех будет разный стиль, но одна черта у них постоянно, и это борьба. Это ММА. Они все занимаются ММА. Там простая истина. Чтобы выиграть вообще, не давать себя переводить самому, перебивать. Все. Нокаутировать. Да, или нокаутировать, сделать да. submission. Да, в целом так можно победить любого. Это правда. Че, дальше? Да, мне Давайте кажется, двигаемся дальше. Еще один момент я бы хотела, ну вот что я для себя отметила, что к Найзе не так часто, но бывают претензии по судейству, да, мы все это знаем. И ну вот здесь тоже же спорно получается судейское решение, поэтому, ну, хотелось бы сказать, что не только На самом деле в UFC очень много спорных Да, решений. в ММА, в Вообще. принципе, очень много спорных Да. решений. Потому что, опять же, хотя бы в UFC мне нравится, что пишут имена судей на карточках, и потом ты можешь посмотреть статистику по всем Потом ты спорным можешь зайти поединкам. в социальные сети, да, и написать им. Ну, такое тоже бывает, но в любом случае ты хотя бы можешь посмотреть, типа, часто ли косячит этот человек, потому что есть там Сол де Амато, у которого просто нереальное количество каких-то булщитов, вот, и еще там другие какие-то рефери, которым там поменьше претензий, побольше претензий, вот, а просто когда речь идет о другом ММА, кроме UFC, ты вообще не знаешь, кто, типа, этот вынес оценку, а действительно, это, мне кажется, важная история, чтобы, типа, судьи своим именем отвечали за свои оценки, вот. Еще, кстати, по поводу интересного и Найзы. Фаниль был на турнире, и к нему подходили люди, фоткались, я удивился, в Азербайджане. Он мне писал, да, Да, говорил, даже меня, говорит, с ты знаешь, с каким-то Нариманом поясом Аббасовым, да? подходили, он подписывал пояс для фанатов, и вообще приятно, что нашего чемпиона узнают, и очень много людей. Классно. Ну да, он дрался с Нариманом Про Аббасовым. Фаниль, что его- Ты Как даже не бы- знаешь его имя. Такой, кто это? Фаниль Рафиков. Да, мне кажется, бой вот с Нариманом Короче, в Аббасовым свой Азербайджане сделал. узнают его. Фанилю? Мгм. Ну, конечно, выиграл их, красавчика. А Наримана я, кстати, не видел на Кстати, турнире. да. Хотя, говорят, вроде он был, но я вообще не видел его. Тоже думал, прикольно было бы, если бы они встретились там на UFC с Фанилем. Какой еще, Миш, тебе бой вот прям? О каком Не, мне хочется понравился поговорить? бой Мота против Да, это Садыкова. И как бы Да, там, да. там просто даже нечего обсуждать, что просто Да. супер крутой бой, который $100 000 И получил. что Дана весь бонус ему отдал. У меня Ну там интересно- реально, как он в первом раунде чуть не отлетел, и как будто он, может быть, так и планировал, да, Он как говорит, он все стоял. видел. Да, все Если видел? записано, говорит, все видел. Да это опасно. Типа рефери может остановить, даже если Были ты все такие видел. случаи, Да, когда останавливали. Да, я тоже офигел, причем, ну, супер зеркалка потом была сначала, он полностью защитился. да, да, да. Очень хороший легковес, интересный. Прям Еще думаешь, мне да, понравилось, как он его сперва посек, сразу кровью залилось, и потом в этой крови он Мгм. его нокаутирует в таком да, классном размене. кайфовый нокаут. Ну, Мото очень много ударов пропускал, очень Да, долго держался, и просто он реально, пока его не отключили наглухо, он стоял и все терпел. Вообще красавчик тоже. Многие фанаты задавались вопросом, почему не дали бонус в бою Оралбая и Тойфика Мусаева, потому что был финиш тоже, вот. И Дана Вайт на это ответил. Просто тоже у меня была интересная ситуация. Мне команда Тойфика рассказала про историю с несделанным весом. Я все тоже это на канале рассказывал, что, ну, опять же, это мне рассказала команда Тойфика. Два раза, да, они там, по-моему, делали? Да, что типа команда Оралбая попросила сначала типа сделать коуч-вейт до 73, а потом типа сказали до 75 давайте все-таки сделаем. А команда Тойфика не могла отказаться, потому что это был дебют Тойфика в UFC, плюс в Азербайджане. А по сути, ну я не знаю тоже, насколько это правда, ну все говорили, что типа 70% зала пришло именно на Тойфика Мусаева, потому что это азербайджанец, который типа тренируется в Азербайджане,
А все остальные ребята, вот там Рафаэль Физиев живет в Таиланде, тренируется, и до этого там представлял Кыргызстан. Потом Назим Садыков, он живет в Америке, вот, и тренируется там. А вот именно Тойфик Мусаев, это вот чисто местная Локальный, звезда. короче, да. Да. Ну да, я тоже потом уже после турнира где-то наткнулся на новость, что, оказывается, Мухтабек Уралбай не сделал вес. Коч, ну, это было типа промежуточный вес до 75. Да. И потом ко мне подошла команда, ну, я это рассказал, эту историю. Ну, причем прям сказал, что мне типа это рассказал команда Тойфика. Ко мне подошла команда Уралбая, и они говорят, типа, нет, не так было, на самом деле. Вот так сказали. Я говорю, как? Они говорят, потом типа расскажем. Но потом Дана Уайт на пресс-конференции, он, ну, когда спросили, почему не дали Уралбаю бонус, он сказал, потому что он не сделал вес. То есть уже Дана Уайт сам это подтвердил. Не знаю, короче, что мне потом расскажет команда Мактыбека. Но тоже в любом случае крутая у него машина хайпа. Да. Уралбай прям очень нравится американцам. Вот разлетаются я тоже его хотела интервью. сказать, что как пиарщик, как медийщик, все время мы говорим нашим бойцам, ребята, надо говорить, надо быть яркими. Но мы же вас не просим какую-то грязь, ну просто говорите, будьте яркими, будьте индивидуальными. Вот посмотрите на Мактыбека Уралбая, какой он... Вот он же ничего такого не говорит, но каждая его фраза, она Ну, какая-то колоритная. Но, знаете, Он нужно отдать яркий должное, у него персонаж. еще внешность Да, такая. да. Внешность, Он, он короче, на интервью говорит, потомок Чингисхана. он говорит, меня, типа, когда я в Америку первый раз приехал, Да. называли сыном Чингисхана, и потом меня называли старым человеком. Мы такие думаем, что такое старый человек? И потом, ну, там Денис из Род Коннора, он стал переводить, короче, на английский это интервью. И первый перевод, который дается, типа, старый — это древний человек. Ну, а его же, типа, называют там, Да. короче, древним человеком, он имел в виду, типа, древний человек. Да, реально прикольный, смешной, такой позитивный Мгм. дядька, очень сильный. Но с весом что-то надо делать, потому что уже второй бой у него в промежуточном весе проходит, и второй бой по его, типа, вине он не делает вес. Вот, и, конечно, я думаю, UFC тоже такой может не понравиться. Он очень сильный для легкого веса, вот интересно, какой он будет в полусреднем. И сейчас еще Уралбай усилит 77, мне кажется, вообще прям вес будет пушечкой. Блин, ну реально по Тофику он прям, ну как катком проехался, если честно. Возможно, из-за веса, но навыки, как он его Ну, контролировал. борьба лютая, то есть, Да. да, Тофик ударник. Тут еще тоже матчмейкинг такой, что Тофик это ударник яркий, а Уралбай это прям очень такой контролирующий борец, там сильным ground and pound. Ну, в принципе, у него руки тоже сильные. Знаете, был такой момент, я на этот бой, то есть в основном мы сидели в медиацентре, но на этот бой я пошла на арену. И стояла около партера, и когда выходил Тофик, зал так гудел, что аж пол вибрировал. И когда... Гудел, в смысле, поддерживал. что Поддерживал гудел. Тофика, да. И когда вот финально вот этот вышел он на этот ручной треугольник, да, я прям видела, насколько Тофик терпел. То есть я понимаю, что вот сейчас перед этой толпой своих зрителей постучать, для него это было, мне кажется, он был на таком пределе своих физических возможностей, потому что операторы так крупно взяли его глаза. Я прям увидела столько боли в этих глазах. Мне кажется, он терпел до последнего. И постучал уже просто, видимо, там боль была просто невыносимая. И потом же Мактыбек сказал, что он готовил именно или Кимуру, или еще какой-то, Удушка да? была, Удушка, задняя. да. Что это Да, был короче, отработанный удар. хорошо, что ты поправилась, чтобы потом не говорили, что типа Виктория называет это ручной треугольник. Кимура. А Кимура, да. Да. Ну, я не эксперт, но Не я знаю пытаюсь наших, да, что-то... комментаторов дорогих. Мне еще понравилось, когда Мухтабек, когда давал интервью, Биспинг вот так на него надел. Потом Да. Потом, я потом хотел что-то сказать, а тот А его у не него понял, микрофон он закрыт. его вернул. И такой, и ушел, короче. Биспинг, ты че, блин, ё-моё? Нет, да в любом случае, что от него, говорю, генерируются мемы, то есть все его Мгм. обожают в Америке, он прям реально сейчас один из самых таких бойцов обсуждаемых. Ему, конечно, все звезды совпали, короче. Мгм. Да, вот что он не скажет, все такое сразу на Разлетается мемы. да. В прошлый раз ему что-то воду давали попить, у него так полилось тоже. Это все на мемы. И хотя, Какой-то такой добродушный еще Да. выглядит, так вот прям, не знаю. Сула, что думаешь о Мактыбеке Уралбае? Красавчик. Мактыбек красавчик. Надо делать что-то с весом, согласен. Хотя, может быть, это вот его образ такой. Просто UFC не любят, на самом деле. Это. Вот Если ему деньги, его с бонусом деньги же если прокатили. приносит, зарабатывают, то, может быть, поэтому и закрывают глаза. С бонусом нет, его они могут прокатили. вынудить, чтобы он перешел в весовую категорию выше. То есть, тогда да, может Такое проиграть. было уже, по-моему, с Тогда может кем-то. проиграть и все. Я бы, к примеру, давал бы ему возможность бейся ради. Главное зарабатывать деньги. Что думаете по бою Физиев Бахамондес? Блин, Физиев красавчик, такой напряженный бой был. Я думал, вообще Бахамонда сам по себе опасный, он уже, блин,
185 Такие сантиметров. длинные руки, Ну. ноги у него вот прям вот вживую вообще как-то. И насколько Физиев быстрый, да, как он вот это левый сбоку, прям еще такой звук глухой. Тх, Да. тх. На арене прям вот эти, знаете, я не знаю, Миш, может, ты скажешь, я просто со своими дилетантскими вопросами, звуки, когда вот идут тейкдаун, Там там какой-то микрофончик микрофон, сверху да? висит, да. Так, слышно это на арене прям. Там пушки специально. И бойцов столько сделаны. уклонов в стиле Матрицы, за что О, Физиева да, любят. красота. Я думал, блин, не дай бог сейчас он этот Не ну, успеет такое не сделать. успеет или там пропустит. Потому что, мне кажется, любой удар от Бахамондуса мог стать Да. последним. А он прям старался. Видно было, что он хочет вот этим своим ударом ногой показать. Вот от него, мне кажется, все это ждали. А от Физиева все ждали этой матрицы. И они вот прям, это был какой-то танец в клетке. Было очень красиво. Мне кажется, на Рафаэле была такая ответственность после того, как проиграл Тофик, да, на своей арене. Да и в целом у Физиева 3 поражения подряд было, ему по-любому надо было Ну, хотя выигрывать. я вот тоже про это говорил с Саятом, тоже записали интервью, что он сказал, что даже если бы Рафаэль проиграл, вообще никак бы на нем не сказалось, потому что перед боем с ним типа общался Кэмпбелл и Дана, и они говорят, что вообще мы тебя типа обожаем, крутые бои закатываешь, каждый раз рубишься, типа мало борьбы, крутые там бонусы, нокауты, так что типа чё, Мне делай, кажется, что просто хочешь. все равно, как бы у бойца, наверное, есть какие-то чемпионские амбиции, и поражения к его чемпионским амбициям, они, ну, как бы... Стопудово, да. Об этом мы тоже говорили. Вот. Так, о чем вы не говорили? Давай так. Не знаю. Плотные были, кстати, пресс-конференции, Да, такие много класс, чего так задавали, интересно. много о чем говорили. Рафаэль мне понравился в этом бою, что он делал тейкдауны. Он наконец-то, типа, ну, стал вот именно не только ударником, а еще и действительно полноценным бойцом ММА, потому что у него классно по таймингам заходили проходы. Причем Очень вовремя Да, делал. очень вовремя были. Вот я прям думаю, а что ты раньше не делал? С тем же Гейджем, мне кажется, вообще бы это бы отлично бы Ну, с показалось. Гейджи зато он почти не сделал обратный треугольник. Ну, да. Но, блин, мне кажется, еще Бахамондес был очень удобный для того, чтобы переводить. Он очень высокий, там Согласен, ты раз, согласен. и И все. ударник еще, ну да. Но в любом случае ты же должен это почувствовать. Да. Вот Бахамондес 115 боец, и Рафа теперь прочувствовал, что может это делать, может быть, Ну, люди. да, я переживал единственное за то, что вот Бахамондес со своими длинными конечностями все-таки может донести, там у них разница в росте такая бешеная. Мгм. И, ну, Рафаэль красавчик, что справился. Я тоже закину, я не знаю, насколько это правда. Мне рассказал мой товарищ, что ему рассказал таксист, ну, то есть уже уровень дискуссии у нас понижен очень сильно. Но в любом случае, рассказал мой товарищ, который тоже приехал на турнир UFC в Баку, что когда их вез таксист, он говорит, я только что вез Бахамондеса из клуба за 4 дня до боя, что он тусил в клубе. Я как бы в это... Из ночного клуба ты имеешь в виду? Да, я чуть в это мало верю, потому что, ну, Вес типа, делал, боец наверное. вес, типа, гоняет. И что он ходит в клубы, немножко странно. С другой стороны, Бахамондес тоже какой-то такой оторва, типа, вроде. Он такой прикольный. Мне кажется, у него был самый выход такой, да? Танцевал. там, Танцевал его даже, когда Катмен готовил, он подтанцовывает. Ну, думаю, такой уверенный в своей победе, на Кстати, расслабоне. тоже офф-топом скажу, что про историю про таксистов. Один раз после Fight Nights утром еду в такси и общаюсь с Фанилем, вот так по голосовому, что-то говорю, что-то Мариф, что-то, обсуждаем, и таксист везет, поворачивается, это Мариф Пираев, да? Я такой, ну да, типа насчет него разговариваем. Если его увидите, передайте ему привет. Я такой... Я про себя подумал, что, я, наверное, никогда не увижу Марифа. Ну, Ты то такой, есть... а фамилия? Он, мне фамилия не надо. И он говорит, я говорю, от кого он, наверное, спросит от кого. И вот он как-то сейчас назвал имя, не могу А вспомнить. ты так и Жесть, не чё- передал. Чел реально мечтал. чтобы ты Такое привет задание. передал. Нет, он говорит, это мой братишка, мы с ним вместе выросли. А как он теперь узнает это? Мариф смотрит же на СД подкаст. Мариф, сейчас я вспомню, и, может, к концу выпуска я скажу. Не помню. Блин, сейчас. Кстати, говоря еще про минусы Баку, мне прям жестко не понравилось такси там. У них есть сервисы Bolt и Янго, и таксисты не хотят за карту ездить. Они хотят только типа наличкой, чтобы давали, потому что, карта им типа кажется мало. Если вы поедете в Баку, то будьте готовы к тому, что надо платить наличкой. Но такси в целом и- офф-топ и Баку цены. красивый. Цены будут дороже, да, раз в 5. Да, и Баку очень крутой город. Мне тоже понравился, первый раз был, и сам Да, город прям... Я прям в восторге. Очень кайфово. красиво. Люди такие доброжелательные, добродушные. Просто мы пошли в метро, такой офф-топ, и нам security помогал оплатить карту. Ну, все какие-то неравнодушные, пытаются тебе помочь. В общем, очень мне понравился и город, и атмосфера. Я тоже теперь хочу съездить просто на пару дней в Баку, Да, тусоваться. не успели мы ничего особо посмотреть, но хочется вернуться. Ну и главный бой. Давайте хотя бы пару слов про него скажем.
И, блин, вот Пару честно, слов туда-сюда. я даже вот пару слов бы не хотел говорить. Мне кажется, что можно сказать про Куниева Блейдс. Как Куниева, Резван Куниев. по мнению тоже некоторых экспертов, засудили, да? Блин, мне кажется, Куниеву не хватило финиша. Вот он столько попадал, и мне кажется, вот если бы финишировал, Мне- было бы лучше. Мне кажется, просто интересная история, что UFC уже готовы давать дебютантам пятых номеров. Ну, в тяжелом UFC. весе, да. В тяжелом весе. Как и в самом наилегчайшем весе, когда Кая Сакура пришел и сразу подрался за Ну титул. да, ну там типа был чемпион другой лиги, который был типа на хайпе в Японии, а Резван Куниев не на хайпе, и не ну, он чемпион игл последний, но нельзя сказать, что он на хайпе, у него там много подписчиков. Вот. Единственное, что он побеждал этого Феррейру Мгм. в PFL, их гиганта-чемпиона, но потом, правда, аннулировали результат боя из-за применения допинга. Вот. Но в любом случае, тоже вот интересно теперь, что матчмейкинг UFC немножко работает не так, как, ну, кажется, он должен работать. То Всё есть равно не по рейтингам, они да? забили на рейтинге, мне кажется, уже полностью. И просто теперь делают какие-то интересные пары по стилю, скорее всего. Ну, блин, Блейдс, я на самом деле немножко разочаровался, то, что Блейдс выиграл, потому что, ну, все-таки сколько лет он уже в топе, супербэй не показывает, его почти все хорошие ударники его в свое время нокаутировали, он только борется, У него, бокс у него видишь, есть плохой. хороший послужной список против бойцов из России. Он побеждал Резвана Куниева, Александра Волкова, побеждал Шамиля, забыл. Заворов? Нет, Шамиль Заворов в другом месте немножко. Сейчас скажу, уже просто забыл фамилию бойца. Короче, у него прям 4, по-моему, победы над тяжами из России. Да, и вот когда этот бой смотрел, я, честно, думал, что в конце, что... Шамиля Абдурахманова. Мгм. А, я все Абдурахимова, вспомнил. Всё, Абдурахимова. вспомнил. И мне казалось, что все-таки представитель из Российской Федерации он выиграл. А Олейника он побеждал еще. Мгм. И как будто не дожал чуть-чуть, да? Как звали? Забыл. Резван Куниев? Да, Резван Куниев как будто чуть-чуть вот не дожал, вот чуть-чуть ему не хватило как будто. Мгм. Так, надо Сулу возвращать. Мне бы, в знаете, еще дискуссию. хотелось, ну, если мы уже финализируем про UFC, отметить про пресс-конференцию Дэйна Уайта. Он зашел в пресс-центр, и одним из первых вопросов было, будет ли турнир в Казахстане. Дана сказала, что меня очень часто спрашивают про Казахстан, даже в Нью-Йорке, когда я хожу, все говорят Казахстан, Казахстан, но я не могу дать ответа на этот вопрос. Будет, но когда не знаю. Тот же практически самый ответ прозвучал на вопрос о том, что будет ли турнир в России. Вот. И, конечно же, ну, такой бомбой информационной стало то, что Джонс. Дана Уайт сказал про Джона Джонса, да, что на retired. Нам И- нужно мнение Сулы. Ну вот да, я сейчас накину, а Сула прокомментирует. И даже в пресс-центре все так как-то вздохнули, да вау. Ну, то есть это была реально Наконец-то. бомба информационная. Я вообще не шарю, про что, в смысле, Джон да. Джонс, Джон всё, завершил завершил карьеру. Красавчик Джон Джонс, что говорить. Монстр. Вот если бы мне сказали, вот с кем бы ты хотел бы тусануть жестко? Джон Джонс однозначно. А Уралбай? А с Уралбаем пошел там тренировки, весогонка, утром кросс-шмрос. Нет, Нафиг с надо? Уралбаем Вот- надо идти на Кокбуру. Вот с Джон Джонсом, я так чувствую, там будут и клубы, и дискотеки, и яхты, шмяхты, вот это вот. Вот Джон Джонс, А Конор потом в конце Макгрегор. копы. Вот с такими чуваками не вопрос. Отвечать, А вы же не тусанул пьете бы. больше Сула. Я бы ради этих целей, я вообще бы Потом опять лучше. отключился бы, телефон был бы в руля, если что. Кстати, я знаю, когда будет в Казахстане турнир. UFC. Дана Уайт не знает, а ты знаешь. Когда Дэнни Уайту капусту занесут, большую, вот, допустим, как сделали это азербайджанская сторона, вот тогда и будет турнир. А Ну, пока знаете, не будет хороших инвесторов, да, для этого, мне В кажется. кулуарах ходили такие слухи, что якобы есть контракт на несколько уже турниров в Азербайджане, но Дана Уайт это не подтвердил официально. По сумме не договорились еще, походу. Не, это мне сказали азербайджанские тоже бойцы. Мне Турал рассказал о том, что типа на 3 года UFC заключило соглашение с Азербайджаном и раз в год будут проводить турниры. И в целом, ну, это похоже на правду, потому что не так часто Дана Уайт встречается именно с президентами страны. Вот он встретился с президентом Азербайджана, а до этого из президентов он встречался только с Дональдом Трампом, который постоянно ходит на турниры. И в целом вот такая крутая И история. шейхами, наверное, да, встречаются. Да, ну, шейхи, да, с шейхами встречается, ну, с Аль-Турком точно встречается, а вот я не знаю, как с главным там каким-нибудь принцем Саудии Ну, встречался. вообще для нас хорошо, что в Баку теперь будут турниры. Возможно, под турниры Баку будут подписывать интересных бойцов там, из Ну, вот СНГ. это очень Думаешь, под нет? вопросом. Ну, под турнир в Баку подписали только одного бойца из Азербайджана и все.
это был Тофик Мусаев. Они не подписали даже Асафа Чепурова, который давно уже тоже заслуживает этого. А помните, ходили новости, что вот выступит в Баку Салмат Избулаев? Потому что это не новости. Это не новость, это было их, там, приближенные все Да говорили, никто что это вот, не- сейчас нет, туда. Юмор в том, что надо всегда смотреть, типа, откуда вот эти идут Ну, я вот так разговоры. вот в Инстаграме просто ленту листаю, это- и как бы там все вот скоро подпишут. Ну, то есть, понимаешь, этот вакуум, он создается, и вот, допустим, даже не я, ну, тот, кто допустим, я знаю, да, что сейчас официально, если вы, то вы, если нет, то нет. Но вот обычные зрители, обычные там пользователи Инстаграма, они-то все равно в это более-менее верят, такие, блин, в натуре, Так сейчас поэтому он... плохо, что просто, закидывают какую-то, типа, скажем так, непроверенную информацию. Я у просто. себя никогда это не постил. Неправильно. Но в целом это форсировалось везде. Вот в казахстанском инфополе, вот Вот, и кто... надо хорошо попроверять, то есть, действительно, откуда это пошло, вот почему важно так работать с источниками, что мы постоянно делаем, потому что очень часто какие-то взбросы, мы тоже ошибаемся, как бы, не без этого, но в любом случае очень важно всегда найти какой-то Double первоисточник, да хотя бы one check, зачем double, просто хотя бы посмотреть, типа, кто источник этого, то есть, если кто-то просто в интервью сказал, типа, там, я возвращаюсь в UFC, или там, типа, то надо понять, типа, где, кто это А вот как подтверждает. думаешь, Дамир Смогулов говорил, Я что... про это с Саятом говорил, и он сказал, что нет никаких пока от UFC Нет. историй о том, что он возвращается, нету, и вернуться в UFC в разы сложнее, чем попасть в UFC. Да. И я к тому, что там тоже где-то я слышал. Не буду про это говорить. В любом Let's go случае, дальше. если будут турниры в Азербайджане, я считаю, что это и для болельщиков казахстанских, которые очень любят ММА. Очень много было там наших, очень много флагов, шоколадки дарили. Ну, то есть я видела присутствие нашей страны, там очень много было людей. Туда проще поехать, там дешевле, чем в Саудовской Аравии Ну, и в кстати, Абу-Даби. да, вот не совсем дешевле, да, получается? Мне Потому что в кажется, Абу-Даби, дешевле, мне да. кажется, билеты на самолет дешевле, нет? Но отели и все прочее да. дешевле. Ну, в любом случае, круто, что уже есть несколько стран в пешей доступности, по сути. Возможностей Да. больше становится. Куда можно поехать на UFC, потому что UFC это классно, хоть и даже вот, слабый турнир. Все же, главный бой. 2 слова. Я Полный не отстой. смотрела главный бой, и да. Я видела только, что люди уходят, и это было так странно. Ну, Просто это всем было пофигу ужасно. было. Да, и я к тому, что, типа, на бумаге вроде бой, хотя бы нокаут какой был бы, да, с одной стороны, хотя бы, да, раунд 3, все 5 раундов ходил, потихоньку разбивал, через лоу-кик, там, нокдаун. Этот мешок тоже ничего не может сделать, не подобраться. И такой бой скучный получился. Один не хочет, второй не может, и так... Самое прикольное в этом бое было эта музыка, под которую раунд выходил. Потом на пресс-конференции него спросили, он сказал, это мне какой-то друг сказал, это А что за классная песня? Ты кто мелодия. такой, давай, до свидания. Серьезно? И я поставила ее. Да. Его спрашивают, а вы знаете, про что Он она?» перевод понимает, короче. Да. Ну, вообще, Да. кстати, Я он упустил вообще этот не момент. такой веселый, да, Ну, в целом, да. чувак? Ну, я просто тоже хотел, на самом деле, уже с пресс-конференции с этого момента уйти, когда их заводили. И он вошел, и мне стыдно было, я на первом ряду сидел, я думаю, если я уйду сейчас, реально, будет максимально стыдно. И он такой, ты куда пошел? Такая же тема просто была, когда был бой, Мухаммад Наимов подрался, победил, и все побежали смотреть тогда бой. Хабиба, наверное. Нет, после Наимова был Садыков, по-моему. Понял. Все побежали смотреть бой, и я, получается, один остался в пресс-конференции, я только хотел выйти, и вдруг он приходит, и я такой думаю, если я сейчас уйду, то все. Получается, он просто сядет за стол пресс-конференции, никого нету. И я, всю пресс-конференцию один просто вопрос, 10 вопросов так задавал. Надо, вот, ты знаешь, так Я встать, я вот, иду сразу, возмущающий. Вот прям конкретно, демонстративно встать так. I'm done. Блин, я хотел, вот серьезно, я уже так устал жестко. Я там Следующий раз. Who are you? Не, Миша в следующий раз на пресс-конференциях первый встает и уходит. После входа, да? Входа сразу, короче. Да, если вообще поеду еще когда-нибудь. Давайте поговорим про наш предстоящий турнир Найза. В эти выходные уже мы едем в Семей, и там Там был скандал. скандал. Расскажи. А что, вы не видели? Нет. Ты про какой именно? Я, Про то, честно, что Нурбек Да, записал? да. Я сперва увидел в сторис, такой, блин, реально. Потом захожу, он уже рилс сделал, такой, реально, походу, бойцы
как бы Довели не на промоутят реке. свой бой. И Довели. как бы Это было прав Сула, это было Довели? просто крайняя степень. Не просто того, так, я что- чувствую, да, потому что я так понял, то, что вы обращались с ним, чтобы они соавторство, Да, это, конечно. Да и мы 100 короче, раз говорили, что надо что-то прикольное делать. вообще, Плюс у это них- просто довели Харабалу. Прям было по нему видно, что он злой, короче. Вот я насколько Харабалу знаю, думаю, господи, Мне кажется, вот надо как контекст хорошо, рассказать, что меня вдруг рядом кто-то не нету знает. с ним. Давайте контекст расскажем. контекст в том, что есть главное событие вечера в Семее. Это Тимур Серикул против Тамерлана Саралапова. И Нурбек Харабала вышел в Reels, в сторис о том, что бойцы у себя в Инстаграме вообще не транслируют информацию о том, что они дерутся в этом главном бою, что если даже болельщики зайдут к ним на страницу, не поймут, что через неделю, буквально через 2, они дерутся. И это обосновано. И- Более того, ты еще добавь то, что они говорили же, делать что-то там. Да, обращать. и Нурбек говорил о том, что лига выходила сама на бойцов и предлагала им соавторство, предлагала какие-то вещи, чтобы бойцы подсняли, сделали, но со стороны бойцов не было обратной связи. Более того, один кто-то из них сказал, что... Ну что ты, блин, делать? А я, Мгм. я прям вот так вот... Более того, один из них сказал, что это ему мешает. Ну То да, есть это вообще, короче, салам алейкум, мы приехали, называется. Да, у них такие... И Харабала сказал то, что если так, то деритесь у себя там в спортзале. да. А это лучшая лига Центральной Азии. Это лучший весовой дивизион всего мира. 70 килограммов. Ну, чуть-чуть, ну надо вообще, короче, быть достойным этого звания. Вот что не говорит, да, есть сейчас вот слухи ходят, и в какой-то степени я где-то тоже солидарен. Крайние 3 турнира, ну, типа, короче, не фонтан, но Найза номер 1. Вот что вы бы там не сделали, покажите мне, кто там круче. В Казахстане и в Центральной Азии тоже. И 70 килограммов это просто локомотив всего этого дивизиона. Кто там, да? Фаниль Рафиков, Эльдар Кудайбергенов, Магомед Кабардиев, Донченко Даниил. То есть, ну нифига себе, типа, пацаны, вы хотя бы чуть-чуть должны соответствовать этим нереальным жестикам. А с вашей стороны ничего не видно. Вообще не видно. И Харабалу понять можно, почему он такой злой. Я говорю же, я бы не хотел с ним оказаться в этот момент рядом с ним. Причем, я, знаете, хотела бы подчеркнуть, что мы же не просим какой-то грязи. Мы всегда следуем нашим ценностям, которые идут от Нурбека, которые он всегда транслирует. Не надо материться, не надо какие-то там конфликты разжигать. Ну, просто говорить о своем бое, о том, как вы готовитесь, о том, что вы покажете. Ну, Там надо до смешного говорить. дошло, что просто пригласили одного из них на радио, и он говорит, я не пойду на радио, потому что я готовлюсь. Тогда просто-напросто этому человеку нужно, я не знаю, просто, возможно, не дают обстоятельства, так сказать. Я не знаю, кто это сказал. Я, честно сказать, с большим уважением отношу и считаю, что это в какой-то степени не в какой-то степени, а реально, эти оба бойца, они молодые, и это будущее, а может быть даже и, ну, скорее всего, это уже настоящее казахстанское ММА. Я на них рассчитываю. И на Тимура Серикула, и на Тамерлана Саралапова. Но, пацаны, Но я, с одной стороны, в какой-то степени как бы понимаю бойцов. Я нет. В плане... Как Нет, можно я понять? сейчас объясню, да. Самый главный бой на сегодняшний день в их карьере. Один готовится... А они его обесценивают же как раз. да. Да, ну я к тому, что они так ушли full фокус именно к подготовке, чтобы Дида, именно ну а как завоевать. другие Так- успевают? Они Тогда. и не Да, узнает никто о этом бое. Тогда Харабала поэтому говорит, тогда идите в спортзале у себя подеритесь. А если вы уже, как говорится, назвался груздем, прыгай Ну или не на спортзале, вот сейчас, как раз вчера же, получается, закончился, или позавчера, Гамма, чемпионат мира по ММА. Вот, любительский. деритесь, в там никаких Бразилии. Да, интервью вон нету. Сагандыком надо полететь туда и все. И Сагандык бы за вас там все интервью бы раздавал. А вы там получили одну вот медальку и грамоту. И Да. были бы счастливы, повесили бы куда-нибудь там у себя, И где вы, в конкуренция там каком-то очень сильная, кстати, поэтому... И все, и был бы ты счастлив, как говорится. Ну и поехали бы туда. Согласен? Да. Просто- Нет, тут просто это- действительно, да, очень странно. Харабалу еще можно понять, он уже еще и парится, это все Ещё деньги организовывать. надо И тратить, туда, да, и да. сюда. И тут, короче, и Сула ему может позвонить, какую-нибудь тему ему предъявить. И тут какой-нибудь Майкл позвонит. Тут Дидару надо увольнять, короче, он не понимает русского языка, короче, да. И тут еще и бойцы, короче, я не пойду на радио. Ну, тогда надо было дать заявку от Сагандыка Агаю. И поехать туда, в Бразилию. Плюс, если вот мы тоже, опять же, честно смотрим на этот бой,
типа Тимуру сделали подарок, что дали бой за титул. Потому что у Тимура рекорд 4-2, ну, как бы, и в легком весе у него одна, по-моему, победа, что ли. Просто потому что, типа, турнир в семье, ему сделали подарок, потому что это перспективный боец, поехал там к Алибагу тренироваться, там, поехал в школу Абдулманап тренироваться, но, честно, ему сделали подарок. И надо, как бы, ну, себя оправдать, показать, что я могу, типа, медийно быть крутым, быть интересным. Ну и то же самое, Тамерлан Саралапов, он, ну, как бы, окей, он доказал по боям, что он должен драться за титул, но по медийке он не доказал этого, то есть он тоже не особо интересный. И сделайте что-то, чтобы вас смотрели, потому что, ну, реально обидно. Потому что если тоже будут как с Халила Раунтри и Джамал Да, Хилл уходить да. в семей после перса боя, Да. Однозначно. то Это никого не будет, удивишь. во-первых, обидно. В первую очередь самим бойцам будет обидно, если Конечно. с их боя Вся будут уходить люди. подготовка. Да. Столько сил Нужно вложили. просто, наверное, уже всем принять то, что сегодня это часть игры не только подготовка в зале, но Конечно. еще и Об работа этом с сколько медиа. говорят. И Сула говорит, и Это- Нурбек, на всех подкастах. Вот смотри, вот ты как говоришь, да, Дида, я с тобой согласен, то, что если начнут уходить с последнего боя, да, а представь, вот ты так на месте Харабали, да, тогда Харабали вообще надо было не делать этот бой. Просто 100%. пускай его не будет. Не тратить на их гонорары, не тратить на их, короче, раскрутку. Просто сделать Тажиев, перс, баста. И все. А зачем вот это все? Ну, пускай не будет у нас чемпиона. Он Эльдар Кудайбергенова лучше позовем, он больше народ соберет. Да, вот именно он будет по грэпплингу бороться, и то интереснее сделать. Да, чем- и все. Просто если, как говорится, не хочешь, то это самое. А если хочешь, как говорится, тогда или надо вот. При том, что интересно, я так понимаю, в контракте у хотел них сказать, прописано, забыл. что они должны в медиа-активностях участвовать всяких. И, не знаю, я бы вот действительно какой-то прецедент сделал бы, наказал бы уже бойцов просто денежкой, потому что для них это самое главное, это деньги. Просто сказал бы, окей, вот у тебя в контракте прописано, ты должен участвовать в медиа-активности, ты в них не участвуешь, все, гонорар пока. Знаете, я хотела тоже комментарий такой дать. Вот многие говорят, что Перс, безусловно, медийный боец. К нему есть претензии, что он где-то перегибает, но он заслужил звание одного из самых медийных бойцов. И сильных бойцов, и давайте сильных. так. Но у нас есть и другой пример. Данил Донченко, Так. который тоже был... Он легко давал интервью, он всегда открыт, он может говорить, у него никогда не было грязи, он никогда не накидывал чего-то лишнего, но его узнавали, он постепенно, шаг за шагом шел к этой своей медийной карьере. И вот на пресс-конференции Рафаэль Физиев даже о нем сказал, что да, Даня кто классный, спросил о Даня... нем? Я спросила. А. Даня пушка, Даня меня готовил, у него крутые Что-то шансы в погасло, да? UFC. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Почему я так эмоционально об этом говорю? Потому что я каждый день вижу, как Нурбек, команда пытается раскачать этот турнир, этот именно бой. Мы едем в семей, мы хотим, чтобы люди пришли, узнали о том, что к вам в город, у вас в городе будет такое событие. И поверьте мне, наши ребята, мобилографы, вся команда, СММщики во главе с Нурбеком стараются для того, чтобы продались билеты, для того, чтобы вы вовремя получали гонорары, для того, чтобы вас знали не только у вас в городе, не только у вас в зале, но чтобы ваша медийка росла и приносила вам же в итоге деньги, потому что это все замкнутый круг. Чем больше людей будет о вас знать, будут продаваться ваши билеты, вы будете получать рекламные контракты. Это все очень понятная история. Ну, элементарно надо поезд заказать, да, чемпиона. Да и, кстати, вот я когда предложил историю вот, с перекрестным интервью, сразу же Перс и Тажиев сразу говорят, все, дайте время, типа, сразу Да. погнали. Перс а эти вообще, ребята чтобы говорят, нет, мы тренируемся. Мне еще, знаете, что нравится? Вот когда есть перс в кадре, говорю, в карде, вот это хорошая мишень для того, чтобы хотя бы просто все на высказываться. перса Да. накидывают. Просто хотя бы высказываться, и можно не благодаря своему бою, да, раскручиваться, Да. а благодаря персу, потому что он по-любому ответит. И вот после... Кинуть вызов персу, он ответит, и ты уже раскачал. Да, Тебе да, да. И вот подписчики хотят даже так и пришли. было, допустим, когда Нурбек вышел, перс сразу записал, я готов в следующем подраться за титул, типа сразу. Вообще, знаешь, Майкл, я думаю, почему они не активны? Они боятся оба друг друга. Они боятся поражения больше, чем победы. Я вот так скажу, они боятся оба поражения. Если бы они не боялись бы, господи, 30 минут своей жизни молодой, они бы, это еще 30 минут, это максимум. Так это еще и конвертируется в их популярность. Конечно, они все понимают. Это, я считаю, я говорил уже об этом, это из-за страха, из-за неуверенности в том, что ты одержишь победу. Сегодня ты скажешь одно, а завтра будет другое. А что скажут о тебе?
ты вот тогда же говорил так, а ты сейчас проиграл, это неуверенность. И с ней надо бороться. А бороться с ней можно только тем, что ты просто тупо идешь к своему страху. Да? Навстречу своему Это страху. вообще, Всё. знаешь, частая история. Я вот тоже просто про это... Часто, да, прям? Да, думаю, что в комментариях же любят писать, типа, он наговорил, а в бою вот Да, потом да. Вот обоссался. надо Да, круто, плюнуть что на он... это всё. Вот я про то и говорю, круто, что он наговорил. Да. Просто... Зато ты услышал, что он наговорил. И посмотрел телевизор, да, или компьютер там свой. Осуществит ли он это? Это или нет? заставило комментатора реально встать там с дивана, не знаю, телефон набрать Да, в комментариях. Даже Да, после боя. да. Вот, к примеру, Они все понимают. есть даже много примеров бойцов, да, тот же самый Конор Макгрегор, да, Пэдди Пимблет, который ты смотришь, просто смотришь, что посмотри, как его нокаутировали. И неважно, его нокаутируют Я или про нет, Конора никогда так не думал. Конор для меня король. Отвечаю, я всегда я- смотрел и такой, пожалуйста, вот сейчас его Я нокаутируйте, не- пожалуйста. Я вот так смотрю бои Конора. Я за Конора всегда болел за Конора, клянусь. Отвечаю. Даже когда он с Хабибом дрался, я не болел прям очень сильно, прям, но все равно для меня Конор это король. Все. Сейчас кто-то написал комментарий плохой про слух, когда он говорил про Тагира, сейчас добавил про Пускай Хабиба. нет, Хабиб, Мне сейчас в Хабиб для комментариях меня типа- большое уважение, это лучший боец современности в 70 килограмм. Сейчас в комментариях напишут, а Лучший. если бы Конор дрался бы с Дамиром и Смагуловым, С Дамиром Исмагуловым, если бы дрался, я болел бы за Конора. а с Куатом Хамитовым? С Хуатом Хамитовым? С Хуатом Хамитовым? Однозначно, Куатик, родной, обнимаю тебя. Куат лучше всех. Мне, кстати- Легенда. Легенда Куат, настоящий. Лучший Куат. А вот Ну, когда бои Пэдди Пимблета смотрите, нету желания, чтобы нокаутировать? Сейчас, подожди, про Куата еще А. хотел одну тему сказать. Записывал с ним недавно интервью, Так. и Куат мне сказал, что скоро анонсируют такой бой. Типа, А. даже я буду в шоке, Может, это как что раз это таки номер с один. Конором? Он вот так сказал, это номер один, все его знают. Я такой думал, а кто это, Конор, что ли? Так что жди. Су. Вполне, я буду здесь. Не, Куатик это в 2014 году был первый человек, у которого я взял интервью на сотовый телефон, на аудио. Мы вот на Шевченко Дзержинского сидели, там, помните, вот это кулинария же есть? это? Вот кулинария, мы там с ним вдвоем сидели, это вообще Мне кажется, молодые уже не знают слова сотовый. офигеть. Что? Молодые уже не знают слова сотовый. Мобильный телефон. У меня был еще iPhone 5s, короче, если я помню эту тему. То есть это с тех А времен. ты знаешь этот прикол, что нынешние школьники, Мгм. ну, молодые люди, ладно, школьники, извините, показывают, типа, когда, ну, позвони, они показывают вот так вот, а мы Да. показываем вот так вот. Они вот так вот показывают. Они уже даже не Фотографировать мы знают. показываем вот так, они показывают вот так. Там много всего. Ну вот, я и говорю, а вот когда Пэдди А Сулу Пимблета... показывает, позвони, типа, вот так. И вот так, да, типа? Или точка, типа, радистка. Не, вот так вот. Это old school нереально. Когда бои Такие. Пэдди Пимблета смотрите, нету желания увидеть, как его нокаутируют? Нету. Я вот завидую, Нету. я честно Почему? сказать, я завидую вообще Дидару. Я говорю, может быть, слишком давно я в этом уже всем варюсь. Знаешь, вот ну. ждать чего-то поражения, ждать там чего-то победы. Нет, я не жду, типа, но вот если он выходит, типа, я такой, ну вот хотя бы ты его нокаутируй, пожалуйста, типа, ну вот кто-нибудь его погасите. Почему тебе он не нравится Пэдди Пимблет? Ну, не знаю, какой-то раздражающий тип, Ну, он же бесячий. яркий, запоминающийся. Вообще, у меня нет ничего У такого. меня тоже к нему. негатива нет Клянусь. к нему. Да. Вот он, кто в комментарии пишет нам плохие. Но, кстати, Ну-ка, комментарии напиши, Сула. писать Дай-ка я очень, сравню, вообще не напиши-ка, мое. Сула. Не люблю вообще писать комментарии, особенно там, особенно под постами Особенно UFC. про тебя, Сула, Нет, не особенно- люблю, но пишу, сука. Особенно под UFC, когда там что-то там, я не знаю, там, нет, вы там засудили такое. Только Просто флаг. ставь флаги. Да, только флаг. А, кстати, к Тагиру пришли фанаты, начали флаги тоже, да? Или куда К они? Тагиру пришли, не только флаги А, писали. У нас все время, да? Может быть, уже или что? Уже Так, подрался, да, сидим. Сула хочет заканчивать. Сидим. У нас было несколько тем, которые мы не обсудили, мы просто их перенесем, наверное, тогда на следующий подкаст. Ничего страшного. Семей, да, надо еще раз объявить, наверное. Да, у нас турнир в Семее уже будет в эти выходные. Обязательно, если вы живете в Семее или где-то рядом, приезжайте, потому что билеты еще есть в наличии, но их осталось мало. Действительно, вас ждет очень крутой турнир. Да, без интервью главного боя, но зато сам главный бой со спортивной точки зрения действительно очень даже хороший. Тимур Серикулы по прозвищу Акула встретится с Тамерланом Саралаповым по прозвищу Волк Борс. Вот. Кроме того, будет драться Мухаммад Хейбати, будет он драться с Тажиевым. Тоже у них уже такой конфликт назревает 4 года. Достан. Что? Достану. Да, будет драться за титул Дастан Амангильды. Защищать. Будет защищать свой титул против бойца из Бразилии, если ничего не поменялось, да?
Ну, статус вроде бы нет. Да. Кроме того, вас ждет еще около 10 поединков, много всего интересного. Приходите, если вы не можете физически это сделать, то обязательно смотрите трансляцию. Она будет, во-первых, на сайте Найза ТВ. Кроме того, она будет на YouTube канале и на сайте, и на канале Спорт Плюс. И важно сказать, что у нас теперь есть мобильное приложение, можно скачивать. Уже и есть, да? да? Да, круто. У нас уже есть мобильное приложение, там тоже есть трансляция, так что огромное количество есть площадок, на которых вы можете посмотреть это. Если вы живете, кстати, в России, вы можете посмотреть по каналу Удар. Это тоже один из бродкастеров Найзы. В Индии даже нас показывают, да? В Пакистане. В Пакистане, везде. да. Во всех Китае. странах мира нас показывают, так что обязательно посмотрите. Везде, где есть казахи, нас смотрят. Факт. Кстати, на турнире будет разыгрываться классный приз, несколько призов. Квартира в Алмате, Но в главный центре приз города. это годовой Новый абонемент Тау. в Invictus, да. И там будут еще крутые очки. А квартиры не будут разыгрывать? Что такое крутые очки? Huawei, по-моему, вот эти очки навороченные. Посмотрите. Но Жандарбек отдал свои? новые. У нас Жандарбек просто ходит в очках, классно. Крутые очки. Я там. хотел их взять, Знаешь, такие крутые очки просто нажимаешь, и они горят. Не, просто крутые. Йоу, знаешь, как это? Зеленые такие большие. Очки Huawei. Это жесть, С диоптрии 14. Да. Серьезно? Да. И на самом деле я хотел тоже у него взять их под турнир, Ага. чтобы Чтоб попробовать снимать. Он поснимать. не дал тебе? На них нет. Не, нет, это потом Райбан. я Нет. просто- Райбан у него. Я Нет, стал смотреть вот с этой херней. Нет, у него Райбаны, которые снимают. с камерой. А, я думал, ты про вот такие говоришь. Не. Хотел, короче, взять их поснимать, и потом стал смотреть через чат GPT, в каких странах разрешено, потому что, и, короче, там не было Азербайджана, ну и Казахстана, кстати, собственно, там нет. В Америке можно снимать еще там, в некоторых странах Европы. И мне рассказал парень, у которого тоже они есть, что к нему, короче, прям в аэропорту, ну, были проблемы, ему там красным пометили рюкзак, типа, у него эти очки были, он потом там как-то в туалете, ладно, блин, не буду рассказывать. Короче, он в итоге смог их провести, но, короче, с проблемами. То есть, вот, будьте внимательны, если у вас есть Я, кстати, вот тоже на такую новость наткнулся, что реализация таких часов считается, типа, очков считается как, типа, продажа шпионского оборудования. Да. Поэтому, если покупать, нужно покупать Будьте у официалов, осторожны, да, да, чтобы, там ну. нужно вообще с этим быть аккуратным сейчас. Да, ну и, собственно... 28-го, да, это все? 28 июня, друзья. Не забывайте приходить на турнир, смотреть все это, не забывайте подписываться на все наши социальные сети. И у Сулы не просто так звонит будильник, потому что он извещает о том, что Сула сейчас вам скажет что-то очень-очень важное, что может изменить вашу жизнь. Меня Шавкат не бил. Что? Я услышал, что имя Шавкат. Шавкат Мирзиёев ты имел в виду? Президент Узбекистана? Я ничего не говорил. Ты только что сказал Шавкат. Я слышал это слово Шавкат, отвечаю. Нет, прикольно, если занавески. А теперь А вы не испугались, сюрприз когда дверь студии. открывалась, когда мы записывали? Я, если честно, я думал, так, как вот, где здесь выход? Ладно, хочу небольшой отрывок Есенина. Вы позволите? Вау. Только без мата. Черный человек. Нет, никаких матов. Поэзия в в грозы. нашей студии. В буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство.